Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Буры Дона Йортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня видеообращение будет чисто на медицинскую тему. Начну с того, что мы продолжаем усиливать наше ЦРБ современным медицинским оборудованием. И вот буквально на днях в наши ЦРБ, это Сосногорск, Ижемские и Сыктывдинские районные больницы, поступило современное рентгеновское оборудование. Это аппараты, на которых можно делать исследования и органов грудной клетки, и желудочно-кишечного тракта, и опорно-двигательного аппарата. То есть это малодозное современное оборудование, без которого, конечно, очень сложно представить сегодня принятие решения любым специалистам, ну, особенно если это острые случаи или травма, то, конечно, эти рентгенаппараты послужат и сделают то, что необходимо, вовремя и своевременно, правильно оценить картину того или иного заболевания. Я уже говорил, что мы взяли это за основу, и это системный подход, это не от случая к случаю. Вот в этих 3 ЦРБ оборудование уже поступило. Это, в общем, достаточно недешевое оборудование, 42 миллиона рублей мы на это затратили, но дело тут даже не в том, сколько это денег, главное, чтобы это оборудование было нужным, востребованным и современным. Ну и, конечно, чтобы доктора правильно читали снимки и правильно описывали их, потому что это тоже очень важно. И до конца года еще также будет поставлено рентгеновское оборудование в Лецкую и Воевожскую больницы. Вот до конца года мы сейчас сосредоточились именно на том, чтобы выполнить все контракты именно по рентгенооборудованию, потому что, повторяю, его ждут специалисты и пациенты. По эпидобстановке мы опять растем. За сутки выявлено 323 случая заболевания ковидом. Вчера это было 314 случаев. Ничего не меняется у нас по основным городам и муниципалитетам. Муниципалитеты, к сожалению, только добавляются. Сыктывкар, Ухта, Усинск, Воркута, Сосногорск и Усть-Коломский муниципалитеты. Вот это основные у нас сегодня территории, где наибольшее количество заболевших. По трагическому нашему списку всего у нас на сегодняшний день погибли от ковида 1941 человек, за сутки умерло 4 человека, и опять же среди умерших не было ни одного вакцинированного. И по вот 323 случая, которые у нас за сутки заболели ковидом, среди них 15 человек вакцинированных, из них 8 человек в легкой форме, на амбулаторном лечении, 7 человек госпитализировано. Ну, как я и говорю, это всегда госпитализация при средней степени тяжести, но, как правило, все заканчивается все-таки не далеко зашедшим тяжелой степенью заболевания. И, конечно, прививка дает возможность всегда либо не заболеть, либо, если и заболеть, то в легкой форме. Что касается привитых, на сегодняшний день у нас вакцинировано 272 945 человек, и вакцины более чем достаточно, это более 140 тысяч доз, поэтому снова и снова приглашаю вакцинироваться, потому что это сегодня у нас единственная действительно доказанная позиция, когда мы можем сказать, что человек будет защищен и от заболевания, а если и заболеет, то переболеет в легкой форме. Ну и по коечному фонду не могу не сказать, почему, потому что мы
я сказал вчера, увеличили, развернули дополнительные койки. На сегодняшний день больше мы пока не разворачиваем. Также 2602 койки у нас развернуто. По занятым койкам тоже пока не растем. 2096 коек занятых. Но снова говорю, что вот сегодня у нас ситуация, когда мы просто по часам ждем новые партии кислорода, поскольку в больницах остается буквально сотни литров кислорода, а машина в пути, и мы сейчас буквально, что называется, растягиваем кислород. Поэтому, конечно, вот основная сегодня проблема вообще в целом в стране – это обеспечение кислородом и противовирусными препаратами. По противовирусным препаратам мы пытаемся где только можно их закупать, с тем, чтобы был полностью весь выполнен рекомендации по лечению ковида. Но вот с кислородом это действительно проблема, поэтому тоже уже все абсолютно этой проблемой занимаются на федеральном уровне, и Министерство промышленности и торговли, и федеральный Минздрав. Но огромное количество, просто огромное количество людей, которые болеют тяжело и которые требуют кислорода. И, как правило, вот я вам уже эту статистику даю изо дня в день, 99% тяжело болеющих, в том числе на кислороде, это не привитые. На этом вся информация. Берегите себя, берегите своих близких, детей берегите. Обязательно соблюдайте масочный режим и ждем вас на вакцинацию. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.